Сход граждан прошел в сельском поселении Псидак. В нем принял участие глава республики. Для более оперативного решения вопросов на диалог с местными жителями пригласили и руководителей различных ведомств. Мадина Пугоева продолжит тему. Диалог с местными жителями начался с приятных новостей. Глава Ингушетии поделился планами на ближайшие несколько лет. Уже скоро в сельском поселении Псидак начнется строительство нескольких социальных объектов, в том числе и школы на 520 ученических мест. На базе школьного спортзала будут действовать различные секции. Параллельно построят и стадион для местной молодежи. По всей республике к концу 2020 года в каждом селе будет дом культуры. Программа есть. И до конца 2022 года в каждом селе будет физкультурно-оздоровительный комплекс. В том числе не просто ФОК, а некоторые с бассейном. Многое сделано, предстоит еще немало. Из-за отсутствия асфальта или гравия часть жителей сельского поселения испытывает трудности во время дождливой погоды. Говоря о развитии села, местные жители не забыли затронуть и вопрос обеспечения района новостроек необходимыми коммуникациями, в том числе и дорожным покрытием. Водопровод, электричество, приоритетные. Обращение у нас, главари у нас, сельские у нас. Хотя бы гравийные дороги, эти, где уже люди живут, по 20, по 30 человек, по 10 человек живут. Люди зимой не могут выехать с грязи, а заболно, что заболно. Люди живут годами, 3-4 года живут, денег нет, в бюджете денег нет, ответа и боятся. 30 числа подготовить совещание, и там должен быть дорожники, муниципальные власти, энергетики и газовики. Августа, да, до 30 в этом месяце. Времени мало, но все равно эту схему сделать, расписать, сколько нужно средств на это, сколько нужно времени, в том числе с гравийной некой полушколе, что его надо ложить, то за счет каких... И там же пригласить ингушское управление, руководителя. Прозвучал на сходе граждан и вопрос от женщины, потерявшей сына. Отчаявшись получить какой-либо ответ от тех, кто, возможно, видел или знает его местонахождение, жительница попросила главу республики оказать содействие в поисках. Даяди протоколы. Еще раз, Совет безопасности Камялдити. Прокурор Жульмасна я дядиваш, как я дядиваш. Все. Джамбулат даяли. Давайте цанкера еще раз всех соберу, чумлока, хайга, Камялдити, цанкера. Мы на какой стадии Бог мучала каждую, где? Немало важных и в то же время запутанных вопросов прозвучало и от других жителей села. Эта женщина, к примеру, сетует на сложность получения материнского капитала и отсутствие содействия со стороны врачей в лечении больной девочки. Глава Ингушетии дал поручение ответственным лицам разобраться в возникшей проблеме. Если бы твой главврач тебе докладывал, что есть такая проблема, ты бы сейчас уже сказала, что она внесена, будет профессор Абрамов, мы ее туда выводим на обследование. Ну, разберитесь, то, что у вас информация проходит. И по материнскому капиталу надо будет сделать так. Запишите до 10 сентября, до 10 подготовить мне совещание по материнскому капиталу, в том числе расписать, на какие цели и как может материнский капитал выделяться. Тем более на лечение, на сопровождение же можно было. Почему не дают этот материнский капитал? За плохую работу, отсутствие полной и достоверной информации о событиях, происходящих в сельском поселении, Юнусбек Евкоров отчитал и главу местной администрации. Ну, материнский капитал в Юагжели, если положено. Материнский капитал, да, елта, бира, или он хочет дарбить. Почему не вникаете? Ну, первый раз слышу, потому что бета цаянчу, шейна, хагулыш, бал, хайла, график. Давайте на этом примере, Аслан Аязи, график сходов, шей юрта, администрация, хайла, дом культуры, хайла, улигович. И контроль, но вообще совет контроль есть, отсюда шмяди.
Пользуясь случаем, к собравшимся обратился и богослов. Он призвал местных жителей к миру и согласию, отметив, что взаимная поддержка и понимание и есть основание для стабильности и процветания нашей республики. Напоследок глава Ингушетии предложил представительницам слабого пола выдвинуть свою кандидатуру для участия в следующих выборах депутатов местного самоуправления, чтобы представлять интересы этой части населения. Мадина Пугоева, Хамзат Халхоев, Новости 24.